На базе Абхазского научно-исследовательского института сельского хозяйства прошел круглый стол «Возрождение эфиромасличной отрасли Республики Абхазия. Преемственность поколений как основа будущего». Мероприятие собрало на одной площадке представителей органов власти, науки, ведущих производителей, медицины и бизнеса для практического обсуждения шагов по восстановлению некогда успешного направления. Все эти мероприятия Министерство экономики готово реализовывать, готово помогать при реализации этого проекта. Для того, чтобы приступить к работе, мы от вас будем ждать бизнес-план и другую документацию, которая подтверждает, что действительно этот продукт в таком объеме можно произвести на территории Абхазии, что у нас есть компетенции, имеется в виду кадры, которые знают, как это делать. И в последующем готовы прорабатывать. Чем больше в Абхазии будет проектов, которые позволяют экспортировать произведенную здесь продукцию, тем качественнее и быстрее будет рост нашей экономики. Организаторами масштабного события выступили Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии и компания «Анра». Компания – инициатор возрождения эфиромасличного производства в республике. Цель встречи – объединить опыт ветеранов отрасли с передовыми научными разработками и государственной поддержкой. Сегодняшняя цель – это не просто сохранить то наследие, которое у нас есть, но и сделать так, чтобы оно, наверное, в первую очередь работало на будущее нашей страны. Поэтому я считаю, что та тема, которую мы сегодня обсуждаем, тот вопрос, который мы сегодня развиваем, да, это очень важно для нашей страны. Это может и должно стать одним из существенных важных направлений в развитии экономики нашей страны, потому как под это направление будут подтягиваться еще другие направления, которые создадут целую отрасль в креативной экономике. Перспективы нового направления настолько масштабны, что абхазская продукция уже выходит на внешние рынки. О том, что формируется первая экспортная партия для презентации на 63-й международной дамасской выставке ярмарки в Сирийской Арабской Республике, рассказал министр иностранных дел Олег Барциц. В ближайшие дни мы отправляем очередную партию груза для участия в масштабном очень событии. Это 63-я международная дамасская выставка-ярмарка. Это большое событие в регионе Ближнего Востока и не только Ближнего Востока. Мы уже имели опыт участия в этом масштабном формате. И Теймураз Зурабович, и Даур Вадимович, это из присутствующих, имею в виду, были членами делегации, в ходе которой мы посещали это мероприятие. Так вот, это присутствие там более чем 60 стран. Это и страны региона, арабские страны, и не только. Разумеется, там будет участвовать и Российская Федерация, много различных стран принимают участие в этом амбициозном формате. Так вот, впервые будет представлена продукция проекта «Анра». Мы этот груз сейчас формируем и отправляем в Сирийскую Арабскую Республику. Я думаю, что это очень правильная аудитория. Это аудитория, которая традиционно в состоянии оценить качество натуральной продукции, уникальной во многом, которую мы представим и покажем таким образом Абхазию еще с одной стороны. Участники встречи подчеркивают, речь идет не об открытии нового направления, а о возрождении традиций. Эфиромасличная отрасль имеет в Абхазии глубокие корни и некогда безупречную репутацию. В советские годы республика славилась своими плантациями герани, розы и евгенольного базилика, а также работой специализированных совхоззаводов. Начну с Тамышского эфирно-масличного совхоззавода. Это древнейший по нашим меркам, и, может быть, даже не по нашим. В 1929 году был организован этот совхоззавод. Мне посчастливилось некоторое время там быть руководителем этого предприятия. В Акимчирском районе непосредственно эфирно-масличными культурами занимались 3 хозяйства. Это Меркульский эфирно-масличный совхоз, Моковский и головной Тамышский совхоззавод. Я говорю только о Чемчирском. В Галии соответствующий завод был, в Бабушарах был соответствующий тоже завод.
с 1 тонны лепестков или бутонов мы получали 930 грамм масла розового. Да, и где-то мы перерабатывали до 30 тонн. Участники круглого стола отметили, что создание новых производств дает мультипликативный эффект для экономики, снижая зависимость от традиционного туризма. И при этом обратили внимание на тот факт, что под льготное кредитование попадает в основном курортный бизнес. Министр экономики подробно объяснил, почему инвесторы чаще выбирают гостиничную сферу, несмотря на более долгие сроки окупаемости. Далеко не все, не имея опыта работы в такой сфере, захотели бы себя попробовать. С гостиницей, если в этом смысле проще, или во всяком случае кажется, что проще. Но наладить промышленное производство, наладить самому базу для производства сырья, это вещь, в которую далеко не каждый пойдет. Поэтому, говоря о приоритетах, приоритет со стороны инвестора более понятный бизнес. В данном случае там были данные представлены, срок окупаемости примерно от 3 до 5 лет, в зависимости от сценария. Да, в зависимости от сценария, но в среднем это где-то 5 или 7 лет. Ну, скажем, даже 8. Средний срок окупаемости гостиничного объекта, если он не создан своими руками, не создан на базе частного дома, а вот именно строится с нуля, причем здесь практически не играет никакой роли его размер, это 20 номеров или 100 номеров, срок окупаемости порядка 10 лет, а часто и больше, в зависимости от уровня. В данном случае гостиничный бизнес выбирают не потому, что это высокорентабельная история, а выбирают потому, что это понятная для инициатора история. Эксперты подчеркивают, что помимо экспортного потенциала колоссальное значение имеет медицинское применение эфиромасличных культур, их незаменимость в реабилитации, превентивной медицине и восстановлении когнитивных функций. Если мы берем эфирно-масличную отрасль, ее многие недооценивают, и она сейчас занимает очень широкую позицию в мире. Да? Это не только внутреннее применение, да? Ароматерапия сейчас у нас реально на высоком уровне. У меня есть с партнерами реабилитационный центр Амросевский, да, который работает по моим методам восстановления, и мы туда вводим ароматерапию, когда у нас проходит, поэтому, конечно, взаимодействие с Кузьминой Ларисой мне было бы именно в этой базе интересно, да, с нашими ребятами в виде психологических разгрузок с ароматерапией. Далее у нас ароматерапия сейчас есть в кулинарии, обязательно в ароматизации пищевых добавок, без нее тоже не обошлось. Но уборка, вся вот бытовая химия, да, которая именно на натуральных. Важным условием успеха эксперты называют бескомпромиссное качество сырья и строгое соблюдение агротехники, от климатических особенностей до современных методов перегонки и анализа. В чем основная у нас проблема на территории России возникает? У нас нет качественного эфирного масла. В какое-то время, да и в принципе сейчас, нас очень хорошо вытягивает Крым. Свои лавандовые, розовые и тому прочее. Большинство распиаренных компаний, если мы будем так про них говорить, они все на слуху, и ароматехнологи их используют и тому прочее. Мы в них нашли синтетику. Мы очень активно работаем с хроматографом, очень активно, и мы заметили отличия. Мы это тоже нашим крымским коллегам рассказали. Работа круглого стола в Сухуми завершилась подписанием экспертных инициатив, формированием рабочей группы, которые призваны заложить фундамент для практической реализации амбициозной программы возрождения отрасли. Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.